Вторая часть интервью у Олега Ефимовича Осовского, доктора филологических наук, вошедшего в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии, в частности. Олег Ефимович, а как вы считаете, несет ли наше общество, жившее в первой половине XX века, и даже те, кто не родились еще в советское время, наши современники, вину за то, что мы допустили такую потерю гениев, такое море насилия, которое расцвело и подавляло свободу творчества? Как вы считаете? Ну, у меня все-таки есть несколько поправок, да, если вы позволите. Да. Первое, вот про восстановление доброго имени. Это, конечно, красивая фраза, но, в общем-то, восстанавливать доброе имя этих людей не нужно. Мы с вами прекрасно понимаем, что все они были жертвами. Мы с вами прекрасно понимаем, что они были ни в чем не виноваты. Но не все реабилитированы. Реабилитированы только 10% из тех, кто был репрессирован по разным оскорбительным статьям. От врагов до шпионов. Я думаю, до японских вот в этом смысле. До японских шпионов. Или 5 разведок одновременно. Фантастических шпионов. Да. Вот. Я как раз думаю о том, что вот с добрым именем все в порядке. За исключением, маленькой кучки. Олег Ефимович, но пока не до конца проведена реабилитация, не все в порядке. Вот мы до конца проведем, тогда все в порядке. Это государство тоже должно восстановить. Честно говоря, мы до сих пор не знаем даже количество. Вот мы толком не знаем количество эмигрантов, я к этой теме опять возвращаюсь. Мы не знаем количество эмигрантов, и мы с вами толком, в общем-то, не знаем даже того количества, того размера потерь. Да? Я не говорю о тех, у нас есть экономисты, которые, в общем, умеют посчитать все вплоть до понесенных убытков от неродившихся людей, потому что демографы, они могут подсчитать все математически. Тут ведь есть огромный комплекс последствий всего происходившего. С одной стороны, это, конечно же, тяжелейшие последствия нравственного характера. Да? Страна запуганная, страна напуганная, страна, избавлявшаяся от этого страха в течение многих десятилетий, в общем, во многом так и не оправившаяся от него. Но я все-таки настаиваю на том, что за исключением, я думаю, нескольких десятков, нескольких сотен, может быть, нескольких тысяч выживших из ума идиотов, иначе квалифицировать состояние этих людей я не могу. Да полстраны за Сталина у нас, Олег Ефимович. А вот это очень интересный момент. Вы же начали с того, что по поводу сталинских репрессий есть консенсус. Наибольший из других. Вот. И вы переубедили меня. Да. Вот. И здесь вы не ошиблись, потому что, когда вы поклоннику Сталина приведете пример с репрессиями, он вам скажет, это не Сталин, это Ежов, это Ягода, это Берия, это вот те самые, негодяи, которые своими кровавыми руками залапали, мундир честных чекистов, и прочее. Царь хороший, бояре плохие. Да. Царь хороший, бояре плохие, время было такое, и так далее. То есть это очень интересная, очень сложная проблема, когда в одной голове существует несколько противоречащих друг другу истины, они человеку не мешают жить в этой жизни. Сталин победитель, Сталин победитель. Мне об этом говорить относительно легко, потому что у меня по семейной истории персональные претензии к Гитлеру есть, а вот к Сталину у меня, в общем, персональных претензий нет, потому что, наверное, это одна из немногих в стране счастливых семей, где, в общем, близкие родственники не пострадали. По крайней мере, мне неизвестно о том. То есть кто-то из дальних родственников как-то
попадал, да, вот, в маховик, но не очень сильно тоже. Ничего нет. То есть не было лагерей, да, не было тюрем, не было расстрелов, не было раскулачивания, да, потому что по маме моей у нас семья крестьянская, но они из центральной России, из-под Тулы, перебрались в Сибирь еще во время Столыпинской реформы. Поэтому, собственно говоря, там было все более или менее благополучно, да, ну и по отцу, так сказать, история совсем другая, да, вот. Но поэтому я достаточно объективен, да, ну, в кавычках, естественно, потому что здесь меня, так сказать, душит ярость по поводу как раз невинно убиенных, вне зависимости от того, были среди них мои близкие или нет, они все в этом смысле для меня близкие. Хотя мы тоже должны понимать, маховик репрессий, логика репрессий разворачивалась таким образом, что репрессивный аппарат начинал поедать сам себя. И вот тут возникает вопрос. Ведь огромное количество палачей, включая маршала Советского Союза и героя Советского Союза Лаврентия Павловича Берию, были тоже незаконно репрессированы. В том смысле, они были правильно репрессированы. Да? Ну, формальная статья. Но в том смысле, была, да, тоже. В том смысле, что те обвинения, которые были предъявлены, не имели ничего общего с действительностью. Они были репрессированы вовсе не за свои преступления. У него не было возможности адвоката применить, обжаловать. Ну, я приговор. даже не об этом говорю. Вот то, что он был объявлен, так сказать. Нет, но он был... Нескольких разведок, да. Нет, он был обвинен, так сказать, в том, что агент английской разведки там с гражданской войны, да. Вот. Еще какие-то вещи там были, какие-то анекдоты по этому поводу, значит, тоже были там. Хотя вышел с доверия. Похожие на правду, да. Вот. С ним-то как поступать? Будем реабилитировать. Вот. Поэтому я как раз еще раз говорю, что мы с вами прекрасно понимаем. Когда мы видим, вообще это очень интересное ощущение, да, ну, не знаю, правильно говорить, интересное. Когда мы видим с вами у кого-то из интересующих нас персонажей истории 36-й, 37-й, 38-й, 39-й, 40-й год, как год смерти, мы, в общем-то, с вами готовы внутренне к тому, что этот человек был репрессирован. Хотя он вполне мог умереть своей собственной смертью, мог умереть там, от какой-то болезни, но ощущение от времени именно такое. Ощущение от времени именно такое. И когда мы говорим о политических репрессиях с вами, а что делать с теми, кто не был привлечен к ответственности по суду, кто был просто уморен голодом, да, кого просто отправили, да, вот раскулачив. Это же была не судебная инициатива, это же вот односельчане, так сказать, решали вопрос. Власть на местах решала вопрос. Все, погрузили на телеги и отправили. Да. Что было с этими людьми дальше? Где они умерли? На месте, где им было нечего есть, куда их привезли, да, бросив где-то посреди там какой-то там полутундры. Такое тоже бывало. Или, значит, от болезни умерли, приехали, там, дети поумирали, там, или старики-родители поумирали, дети стали беспризорниками и прочее, прочее, прочее. Что нам делать с этим крестьянством? Что нам делать с теми, кто бежал из деревни, так сказать, вот бросив все, что было, и устроился в городе? Иногда, кстати, преуспев и счастливо, там, получив рабочую профессию, устроившись на заводах, или отправившись там в метро, или что-то там еще, и в конце концов зажил нормальной жизнью, потому что жизнь в деревне была жизнью крайне тяжелой, особенно вот в эти все 20-е, 30-е и 40-е годы. Что нам делать с теми же иммигрантами, да? Они же не были формально политически репрессированы, они же не нуждаются в реабилитации, да? Вот. А это все ведь маховик от них репрессий. Вот те самые последствия всего того, что произошло после 17 года. Опять-таки мы с вами понимаем, что и ситуация 17 года была не так проста. И та сторона вовсе была не белая и пушистая. Да? И
я еще раз говорю, что это великая трагедия страны. Это огромная трагическая история, пятно которой лежит не только на прошлом, но и на настоящем, и на будущем. И, может быть, вот здесь как раз вот мы, когда мы говорим с вами о расколотом обществе, да, о противоречиях внутри общества, действительно, может быть, вот здесь лежит идея вот этого национального примирения окончательного, национального консенсуса. Не примирение жертв палачей, да, но примирение народа, понимающего эту трагедию и готового идти дальше. Готового идти дальше, готового не то чтобы даже не допустить это вновь, да, но понимающего то, что, в общем, жить надо по-другому. Жить надо правильно, жить надо цивилизованно. И для этого он дает нравственные оценки, исторические оценки, освобождает ученым, историкам возможность анализировать это, разоблачает пропаганду в любую сторону, то есть все должно быть на научной основе построено, правильное, верное отношение, чтобы на будущее мы понимали свое прошлое, делали инерцию на будущее, понимали, из чего выросло тоталитарное общество, выросло из нашего общества, и эти ростки в нас остались. И мы должны и нести ответственность за возможные последствия нашего несовершенного общества. И каждый из нас, если он хочет сказать, что я не допущу того, чтобы повторилось такое, он должен на деле доказать, что он конкретно сегодня должен высказать, дать свою нравственную оценку по поводу фактов, по поводу всей этой ситуации. И этого не избежать. И поэтому вы подтвердили, что мы виноваты косвенно, и мы должны эту чашу расхлебывать сами. Но то, что мы должны расхлебывать эту чашу сами, это вне всякого сомнения. Никто не сделает ничего за нас, да, с вами. Вот, с одной стороны. С другой стороны, все-таки вот я еще раз повторю, что вот ваше желание принять на себя вину, ответственность, да, скажу. И ответственность, да, вот, вину и ответственность, ну хотите, да, если вину и ответственность тоже, за то, что не сделано сегодня. Да. Вот здесь, пожалуй, я вас поддержу, и мы видим с вами, в общем, как во многих городах России, да, и не только России, и в ближнем зарубежье, ширится вот это гражданское движение, общественное движение за восстановление памяти, да, за восстановление памяти, в том числе по памяти, да, незаконно репрессированных. И мне вот очень нравится вот та инициатива, которая в течение нескольких лет осуществляется и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах. Это инициатива под названием «Последний адрес», среди инициаторов которой находится известный журналист. Олег Ефимович, а можно я вас прерву, потому что мы к этому вернемся. Ага, хорошо. Совсем скоро, и мы сейчас переходим к пожеланиям нашей инициативной группы. То есть мой итог такой: пока мы не восстановили память о невинно пострадавших земляках Мордовии, пока я не восстановил, я чувствую себя виновным. Вот. И поэтому переходим к нашей инициативной группе, к нашим пожеланиям. Первое. Это будет второе пожелание. А вот первое такое у нас: проведение ежегодного поминального мероприятия плюс ежегодное выступление представителя нашего руководящего руководства республики, желательно главы республики, вот Владимира Дмитриевича Волкова, если это возможно, со словами соболезнования еще живым репрессированным землякам и семьям пострадавших невинно осужденных. Ну, поддержите или скорректируйте. Здесь я вам задам вопрос, если позволите, встречный. Да. А вы у незаконно репрессированных и их родственников вообще спрашивали, нужно ли им выступление главы республики со словами соболезнования?
Да, сложный вопрос. Нет, Я сдаюсь. вопрос действительно простой, он просто риторический, да? Он просто риторический. Это замечательная вещь, да, в том смысле, что у нас же с вами есть день, когда, а еще лучше глава республики и начальник местного ФСБ, Конечно. и начальник местного МВД, взявшись за руки, вот, втроем каются за то, к чему они, в общем, не имеют никакого отношения. Им даже не кается соболезновать вообще каждый гражданин, и в том числе они, так как они представляют огромные коллективы людей. И еще раз напомнить, что мы этого не повторим не за свои преступления, Ну, а вот нет, я понимаю, конечно, не за свои. а как гражданин, как представитель Нет, большого слушайте, ведомства. Я все-таки считаю, что это как бы вот попытка сделать всех виновными, да, особенно людей, которые себя виновными не считают, об этом не задумываются, да. Вот раз власть, тут у нас уже другая вещь, да. Но, Олег Ефимович, слова соболезнования высказывают не только виноватые, а просто как мы сопереживаем вашей боли. И если человек избран руководителем республики, значит, он представляет общество, мордой все, даже те, кто за него не голосовал, и он от имени всех говорит: я высказываю вам слова соболезнования, что мы с вами, мы переживаем, вместе с вами скорбим. Нет, то есть он не вину на себя берет, вину как каждый гражданин, но в данном случае как представитель вот, избранный. Ну вот когда вы будете Владимир Дмитриевич брать интервью, спросите его об этом. Вот. Я его прошу. Я думаю как раз вот о том, что в ваших словах есть очень правильное зерно, да, я просто хочу напомнить, что у нас же есть, так сказать, специальный день, да? Да, вот в этот день Когда, можно. В этот день. вот отмечаются, значит, вот этот вот день памяти о политических репрессиях. Почему бы нам не присоединиться Он тоже? вполне официально объявлен, да, вот это вот известное стояние у Соловецкого камня, вот это очень такая, всегда производящая очень такое сильное впечатление. Да. Процедура зачитывания имен, она же потрясающая в действительности, Да. да? Потому что вот именно тогда, когда, и посмотрите, ведь каждый год все большее количество людей присоединяется к этой В первый раз только 200 человек было. А вот за 10 лет уже, да. инициативе, она же потрясающая, да, вот он действительно напоминание о том. Общество Мемориал это организовало, да, вот, кстати, замечательно работающие, действительно, очень много сделавшие, и много делающие, и у них сайт, кстати, прекрасный. Да. Вот, книги памяти, которые они делали, и просто исследования, которые они проводили. А в этот день и президент выступает. И правда. почему бы нам тоже не поддержать Раз эту инициативу? Раз президент выступает, тогда, конечно. Вот я думаю, что, ну, опять-таки, если... Хорошая традиция. Как только администрация президента намекнет, что не худо бы, вот. Но нет у вас вот опасения, что как только это перейдет на уровень официального праздника, да, ну, праздник в кавычках, естественно, вот. Нет, но тем не менее официального праздника, да, сама идея казенный характер превратится, да, это чувство? Гражданского переживания, да, и сопереживания может исчезнуть. Да? Потому что это все-таки вот такая вот человеческая скорбь, да, человеческая скорбь. Вот. Но вот вы абсолютно правы, да, что действительно вот должен быть вот этот день поминовения, да? День поминовения. Убиенных, опять-таки. Ну, не только убиенных, да, убиенных, пострадавших. Потому что, собственно, пребывание в лагерях мало кому добавило здоровья. Конечно, у нас были уникальные фигуры, которые дожили до самых преклонных. Но исключение, подтверждающее правило. Выжив в лагерях, ну, таких было очень. Холод, голод, туберкулез, конечно. насилие, все вместе. ужасные условия. Вот. Да. Труд совершенно такой, Да. непосильный. Принудительный и вредный, Вот, ужасно. вот. Поэтому это все, конечно, было. Но я думаю, что это хорошая идея. Вот за исключением, так сказать, вот этого директивного привлечения власти. Все-таки власть должна для себя сама этот выбор делать. Да, Может быть, гораздо будет более впечатляющим, если там руководитель региона не будет говорить дежурных слов по бумажке, а к имеющемуся памятнику или
камню, да, поминальному, придет и положит там 2 своих цветочка. Да, ну вы приветствовали бы, если бы увидели, что руководящие лица Ну, конечно, тоже, конечно, это очень конечно. важно и нам для спокойствия, и в целом для политического мира в республике, что представители всех политических взглядов и как бы слоев Ну, общества. я еще раз повторю, Да. что за исключением самых оголтелых вот, и глупых, вот, для всех этот вопрос, в общем, имеет один ответ. Ну, это хорошо, что вы перехваливаете наше общество, мне это нравится. Второе наше пожелание в том, что вы уже его рассказывали, свое единомыслие с этим пожеланием, что очень хорошо было бы увековечивать память репрессированных земляков в форме крепления мемориальных досок, памятных табличек на стенах последнего места жительства, еще сохранившихся зданий в Саранске, в Мордовии. Да, мне вот эта инициатива, я уже сказал, последний адрес очень нравится, действительно такая очень человеческая и очень точная, да, вот, и позволяющая опять-таки понять, насколько, каков был масштаб всего этого кошмара, всего этого ужаса. Хотя, в общем, я вам скажу, вот когда вы пройдетесь по центру Москвы, там есть такие тихие внутренние кварталы, вот переход между Новым Арбатом и улицей, ну, когда-то она называлась улицей Воровского, сейчас Поварская. Вот там есть примечательный дом, да, вот дом, который был в 30-е годы заселен представителями военной и политической элиты. И вот это тоже, так сказать, вот такой, ну, там в свое время, значит, наверное, в 60-е годы были, там Гамарник жил, там еще кто-то жил, вот, были такие пафосные гранитные доски с барельефами, не только, значит, прикреплены. Но вот он относительно небольшой, там 2 или 3 этажа, сейчас уже не помню, такой домик симпатичный, и там живого места нет. На стене от досок с фамилиями и изображениями репрессированных, значит, деятелей советского государства. Вот. Причем тут, конечно, мы с вами вот опять возвращаемся к этому вопросу. Вот когда мы спрашиваем, кто виноват, то вот тут как раз ответ очень простой. Это люди, которые посеяли пожали то, что они посеяли. Да. Что, опять-таки, чисто по-человечески, в большей части случаев не мешает им сочувствовать внутренне. Да. А последний адрес – это вещь такая очень камерная, надо сказать. То есть она небольшая, эта табличка, да, очень точечная, потому что закрепляется именно вот на фасаде того дома, откуда действительно ушел или был уведен, да, человек в свой последний путь. Но здесь опять-таки вот такой вопрос, который пафос, так сказать, вот этого мероприятия для Саранска довольно сильно снижает. А много ли вообще в Саранске осталось домов того времени, да? И много ли мы знаем об этих людях, чтобы поставить вот эту табличку последнего адреса? Здесь уже работа для наших историков и краеведов, которые, если захотят, наверное, смогут что-то установить. Да? Хотя, в общем, мы знаем, что репрессированных было довольно много, и среди мордовских писателей было довольно много репрессированных, и среди мордовских ученых было достаточно много репрессированных. Все они проходили по всякого рода придумкам с националистическим уклоном, с финскими делами, да, все они были агентами финской разведки, в общем-то, трагическая судьба братьев Рябовых и немалого числа других, значит, преподавателей Мордовского пединститута и сотрудников научно-исследовательского института об этом говорят. Да? Вот. Ну, вот вопрос, куда крепить табличку последнего. Да, все снесено, почти все снесено, но надо все равно есть несколько домов, если там
как бы мы удостоверимся, историки проведут работу, и они будут знать, что не просто так работу проведут, а все равно им не разрешат. А если это будет единое общее движение, подкрепленное руководством сверху их, как сказать, дланью и поддержкой, ускоряемся, чтобы все успеть. Слушайте, Олег Ефимович. насколько я понимаю, все-таки вот у последнего адреса проблем практически не было с установлением табличек. Это настолько вещь прозрачная, да, настолько вещь вот всем понятная, что, ну, я не знаю, насколько извращенным мозгом нужно обладать и чего нужно бояться, или что нужно ненавидеть для того, чтобы вот подобную инициативу где-то как-то гнобить. Я согласен, у них единственная сложность, что иногда жильцы дома не соглашаются повесить на своем доме, чтобы не понизить стоимость жилья, или в целом они очень ранимо относятся к чужой боли. Еще по поводу вины хочу сказать, что было выборы в учредительное собрание, и там 80% проголосовали за социалистические партии, 5 штук у нас партий, и все эти 5 социалистических партий говорили, что мы обещаем репрессии будут. То есть люди во втором туре 50% явка, и из них 80% проголосовали за репрессии по поводу вины. За большевиков в Москве и в Петербурге больше 50%, на флоте и в армии больше 50%, а большевики тоже в открытую красный террор обещали, чтобы успеть все пожелания, очень мало времени. Олег Ефимович, значит, следующее наше пожелание, тоже вы об этом говорили, но еще раз напомним, по полочкам расставляем наша установка в центре Саранска, памятника жертвам политических репрессий, как тоже во многих десятках городах нашей страны. Как вы к этому относитесь? Ну, как к этому можно относиться? Это замечательно, Полностью если за. появится памятник, но что ж тут? В Саранске много памятников, и просто нужно выбрать особое место, да, для того, чтобы действительно было, чтобы это была такая не дежурная для галочки сделанная вещь, а действительно вот, потому что это один из самых, наверное, серьезных будет и скульптурных проектов, и человеческих проектов. Вот декан факультета математики Иван Иванович Чаев считает, что это должно быть в людном месте, чтобы был показатель о нашем обществе, что мы не скрываем, что да, это наше переживание, и чтобы как можно и имело еще просветительский характер, чтобы люди мимо проходят и узнают историю хотя бы отсюда. Я с огромной симпатией отношусь к Ивану Ивановичу Чучаеву. Мы с ним соседи. И... А к его идее? А к его идее тем тоже. более. Я тоже. А к его идее тем более, конечно. Не надо стыдиться своей истории и наших... Зато мы больше в будущем это не повторим. И мы говорим, показываем, что это наша трагическая страница, но зато в будущем никогда мы такого не повторим. Следующее наше пожелание – это открытие в одном из исторических оставшихся зданий постоянно действующей выставки памяти жертв политических репрессий или в нескольких музеях несколько постоянно действующих выставок, а в перспективе организация одноименного музея памяти жертв политических репрессий. Тоже это есть во многих десятках городах России, в некоторых городах даже по несколько музеев. Ну, опять-таки, особенно рядом с музеем трудового подвига. Или вместо музея трудового подвига. Ну, это хорошая идея, да, тем более, понимаете, у Мордовии ведь своя история в этом плане. Мордовия место особое, да. Саранск не место политических репрессий такой. А Зубово-Полянский район? При всех масштабах, так сказать, того, что происходило здесь, это все равно такое захолустье репрессий, да. Ну, в силу того, что просто глухая провинция, да, ну, своих шпионов здесь тоже находили, тут все понятно. А действительно, и система Дубровлага, и Темлага. система Темлага, да, это все действительно, это такого всесоюзного масштаба были репрессионные центры, и достаточно почитать архипелаг ГУЛАГ Александра Александровича Солженицына, да, достаточно посмотреть воспоминания прошедших через это. Не только, кстати, в 30-е годы, да, потому что среди находившихся здесь были и Юрий Даниэль, да, и Андрей Синявский, когда вы говорили о русских писателях уже периода оттепели, и многие другие. Ну, в свое время, по-моему,
в Удмуртии один из заброшенных лагерей, просто брошенных, да, вот превратили в такой действительно серьезный музей политических В Перми репрессий. тоже. В Перми, Перми, да? да, Перми совершенно, 36, в да. Перми, да. Вот в Перми превратили. Но судьба его последующей была гораздо менее, так сказать, интересной и более характеризующей отношение, по крайней мере, местных властей. Да, год назад, да. К этой теме. Отняли у него статус. Но тем не менее, да, вот наличие какого-то, ну, хотя это тоже вот такой вопрос серьезный, что показывать, как заполнять музей, да. Вот. Опять-таки музей должен стать только. И в Саранске он должен быть все-таки, они там вдали. Ну, понятно, да, понятно. Ну, а как вы, вот тут вопрос В Евасе. встречный у меня, технический, да? А экспозицию вы как вы видите этого музея? Что должно быть в музее политических репрессий? Объединяем фонды из разных музеев, Сапог собираем конвейера? ученых типа вас, они садятся за круглый стол, и вначале идея одного реализуется, потом другого, и я считаю, что они вправе. У меня, конечно, много идей в голове. Дорожная карта понятна. Вот. Но что будет в музее? Кусок проволоки. Вот. Шкурка из барака. Сохранившаяся чудом шапка заключенного. Вот. Тоже вот именно вот меня как раз всегда занимает вопрос технологичности. С памятником понятно, да? Смысл памятника понятен. А смысл музея как музея, ведь можно же попытаться создать виртуальный музей. И он будет отнюдь не менее эффективен, да, чем вот музей в традиционном понимании музея. Если он не на месте, а создавать его, так сказать. Ну, есть здания, да, которые можно приспособить под музей. Да, на улице 2 Толстого. Вполне подходит. Ну, чем его заполнить? Снесли это здание. А снесли его, да? ФСБ, давайте. Да. Какой... Да. И вот в продолжение. Красивейшее здание. Даже ветераны органов госбезопасности, с которыми работали, очень сожалеют. Да и вообще это памятник исторический. Жалко, что его снесли. Вы сейчас продолжите мысль, а у меня вторая. Вот у меня идея тоже, не все согласны, что памятник жертвам политических репрессий должен быть как раз стоять рядом вот с этим снесенным зданием или напротив, потому что большинство расстрелов, ну и пыток, конечно, производилось там, но и расстрелов в подвале этого здания, это и в мемуарах. То есть и женщины, жены стояли, слезами просто пропитали там землю на километры вниз. Дети, родные, которые стояли около этого здания, чтобы увидеть хотя бы один раз последние своих репрессированных родных. Не там ли место этому памятнику? А музей там не будет, там Верховный суд строит на его здании, на его месте. Но Верховный суд тоже будут глядеть на памятник и понимать, что очень высокая у них Нет, ну это, роль в обществе. я думаю, что это было бы слишком символично, если бы вот на месте. А там Ленин недалеко. На Ленин месте. же стоит в центре города. Вот рядом с ней. Для гармонии как раз в 200 метрах памятник его. Нет, можно у Белого дома, чтобы власть не поняла. Напротив Ленина у Белого С обратной дома. стороны там есть аллейки такие, Чтобы- как раз не будет мешать пешеходам, зато Чтобы будет. власть, ну, с обратной стороны это спрятали. Да власть нас поддержит, она будет раз в год поддерживать, выступать с своими соболезнованиями. Кстати, там опять-таки вот, значит, вот на этом вот мемориальном месте на спуске, да, там же есть в том числе и репрессированные. Пушкин? Нет, а вот там эти вот из гранита памятники стоят, Мгм. такие уже, по-моему, из гранита. Основателем Саранска. Такие. Нет? Основателем Саранска это на спуске. А я имею в виду вот там внутри, уже за сквером. Там есть такая терраса, Мгм. где стоят памятники героев Мордовии всяких, Мгм. разных. По-моему, там есть и репрессированные. Это если там Рябов, я сейчас не помню, если там Рябову памятник есть, то вот, пожалуйста. В общем, считается слишком вызывающе это, если прямо на улице Льва Толстого напротив, не мешая проходу пешеходов, красивый Нет, ну, такой Нет, это хорошая идея, да. Это памятник. хорошая идея, но, истории нашей республики. но она будет уж слишком символична, как мне кажется. Но если забыть о том, какое здание было на этом месте, так сказать,
если не обидится, переехавшие оттуда, значит, сотрудники. Зато очень уравновесит те тонны боли, которые испытали в подвалах этого здания. И как раз показывает, что власть считает, что действительно это чуждо было. Ладно, Олег Ефимович, не буду вас мучить, мало времени осталось. Следующее наше... Не, все нормально. Да? Тем более я агитирую за свой вариант, я не настаиваю, как это должно... Любое место в центре, оно замечательно подойдет. То есть этот памятник и все вот наши пожелания, они должны объединить общество вот в этом большом направлении, поэтому идея должна быть и каждого и памятника, и музея наиболее сближающая просвещенную часть общества. Я за виртуальный музей. Ну вы экономный просто человек. Нет, ну для молодежи, по-моему, виртуальный музей. Но одно другого это не мешает одно другому. Потому что это продолжение символа, что наше общество, вот материальный характер имеет наше отношение к репрессированным землякам. Хозяин вам скажет, вот музей и будет лучшим памятником невинно убиенным. Но у нас денег не хватает в бюджете не от того, что мы слишком много денег тратим на увековечение памяти или на сохранение. Это правда. Вот мы с вами согласились. Следующее наше пожелание в том, чтобы продолжать процесс реабилитации граждан, проживающих на территориях, впоследствии вошедших в Мордовский округ, в период проведения массовых операций, их десятки, от красного террора, военного коммунизма, уничтожения религии, ликвидации классов, большой террор, коллективизация, раскулачивание. Могу перечислять минуту. Как вы тоже про это сказали, оговорились, какие-то из них трудно реабилитировать, какие-то нужно градацию. Нет, но общий процесс поддерживается. Реабилитировать нужно всех, кого можно реабилитировать. Тут, так сказать, других разговоров быть не может, и мнений других быть не может. Как это сделать технически, как это сделать физически? Очень просто. Значит, до середины 2000-х годов в прокуратуре, во всех прокуратурах республик был отдел, но в начале 2000-х его деятельность свернули. Видимо, слишком много у них работы, или посчитали, не соответствует политической линии. Или предположили, что всех реабилитируют. Да, ну, скорее всего, это опять тень бросает на наше идеальное государство, которое не допускает ошибок, и поэтому свернули работу этих отделов. Но я считаю, что снова прокуратура, замечательно она издала 2 книги памяти в Мордовии, должна продолжать этот процесс, и студенты, и ученые, историки наверняка поддержат эту инициативу. Сам за вас отвечаю, извините, чтобы успеть дальше. Последние 2 пожелания. Продолжение открытия архивов, связанных с политическими репрессиями. Ну, я как раз сторонник того, чтобы были открыты все архивы. Более того, действующее российское законодательство в области архивного дела, оно, в общем-то, вводит вполне определенный срок закрытия архивов. Да? Но иногда продлевают. Вот. Или искусственно бюрократизируют процесс. Именно продлевают. Ну, в общем, для нас это, так сказать, опять интересно в связи с Михаилом Михайловичем Бахтиным и с его историей, потому что за исключением того вот очень маленького оконца возможностей, которое сложилось в конце 80-х, в начале 90-х, и когда была возможность посмотреть у Семена Семеновича Конкина, значит, дело воскресенья, это дело, в общем, прекратилось. Да? А есть ведь огромное количество интересующих нас вопросов, причем косвенно связанных с тем, о чем вы говорили. Да? Ну вот, а каковы, так сказать, вот, каков был статус Бахтина как бывшего политического, да, значит, репрессированного в 30-е годы, да, а как к нему относились соответствующие органы с 45 по 61, когда он находился на работе, да, в Мордовском университете, не ушел еще на пенсию и так далее. Не говоря уже о том, что эти архивы дают нам огромное количество материала, свидетельствующего о реальной жизни страны. Да? То есть они все равно дают какую-то правду жизни, да, которая нам серьезно не достает. Поэтому у меня однозначная позиция. Все архивы должны быть открыты, за исключением того, что действительно содержит, условно говоря, государственную военную тайну. Да. Вот. Таких вещей в действительности очень немного. Да.
Но вот если мы посмотрим на практику, я все время сталкивался с практикой американских архивов, ну, действительно, открытость поразительная, причем вот там вот это жесткое правило, да, открытие архивов после срока их засекречивания, оно работает абсолютно безукоризненно. Скажем, все материалы более чем 50-летней давности, или практически все, вы можете получить там, причем неважно, гражданин ли вы Соединенных Штатов или представитель другой страны, если вы заинтересованы, архивы будут вам предоставлены, вам не очень нужно объяснять, что там дело. Ну, речь, естественно, не идет о персональных фондах, но, правда, это не американская практика, я вот сталкивался с практикой английского национального архива. Там действительно персональные данные закрыты на 100 лет. Вот меня еще один персонаж очень интересовал, такой Николай Адольфович Ганс, который в результате иммиграции превратился в одного из крупнейших английских педагогов. Вот дело о получении английского подданства, о натурализации, полученном в 1934 году, закрыто на 100 лет. Вот надо еще 13 лет ждать, чтобы посмотреть, собственно, на каком основании ему дали. Хотя, в общем, с моей точки зрения, там никаких тайн быть не будет. Ну нет, на 100 лет, все. Угу. Ну, вот эту идею, если бы наши, те, кто нас запрещают, наверняка им понравилась бы идея, они бы до 100 продлили. Вот следующее наше пожелание объединю, в том числе, я считаю, тоже не относится к военной тайне, государственной, много всего может относиться, это в зависимости от того, нет, кто возглавляет государство. Дело в том, что того государства нет уже. Ну, правопреемник есть, и он очень заботится о реноме своем. Да. Почти 30 лет. Согласен. То государство никакого отношения к этому государству еще не имеет. Да, ну, почти. Правопреемство это другая история, это моральная история. Как вы относитесь к тому, чтобы было обнародовано географически точное месторасположение мест массовых захоронений на территории Мордовии? Только 2 нашли случайно, причем без открытия архивов, а их наверняка было больше, гарантированно было больше, а не только 2. И в Саранске было несколько мест расстрела и захоронений, и в других и городах, и поселках. Во-первых. Дальше мы считаем важные типы пути, как сказать, бережной эксгумации, перезахоронения с почестями. И потом на одном из обнаруженных мест массовых захоронений, вот, и у нас есть на юго-западе Саранска, у Богоявленских родников, возведение, как во многих десятках городах России, мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий. Ну, насчет мемориального комплекса я не знаю. Может быть, скорее речь должна идти о памятном знаке, учитывая то, что туда крайне непросто все-таки в нынешних условиях добираться. А что касается всего того, что вы говорите, я думаю, что, собственно говоря, тут человеческая, как бы, вот, совесть всего этого требует. Да? Другое дело, что я не уверен, что есть точные данные о массовых захоронениях. Я очень сомневаюсь, что они были как-то вот продуманно, организованы и зафиксированы. Да? Вот. Ну, я просто не знаю, да, если есть, то, естественно, но у нас в масштабах страны это проблема. Не только в Мордовии, это ничего не меняет и не оправдывает, да, но тем не менее, вот, а если такая возможность будет, и карта, и все остальное, ну, что замечательно будет. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что в нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени, тоже жертв политических репрессий в Мордовии, наших земляков, вошел доктор филологических наук, главный научный сотрудник кафедры лингвистики и перевода факультета иностранных языков Мордовского государственного педагогического института имени Евсевьева Олег Ефимович Осовский. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо вам.